Знакомьтесь, Анастасия Мальцева, 26 лет. По образованию режиссер кино и телевидения. Работала режиссером и ведущей на ТВ. Была креативным директором художественной галереи. Но главной страстью для нее всегда оставалась мода. Еще когда я совсем маленькая была, я помню, как я у бабушки таскала украшения, какие-то занавески, какие-то тряпочки, шарфики, создавала из этого костюмы, устраивала показы мод дома в коридоре. Анна Шипилова, 33 года, получила 2 высших образования по специальностям менеджмент организаций и маркетинг. Работала бренд-менеджером в крупной корпорации по производству и дистрибьюции обувной косметики. Строила там карьеру, причем строила очень серьезно, и такая уже без 5 минут директор по маркетингу. Но 3,5 года назад жизнь девушек круто изменилась. Они уволились с работы, чтобы осуществить свою давнюю мечту – открыть концептуальный магазин одежды, обуви и аксессуаров. Здравствуйте. Добро пожаловать в окно во двор. Проходите. Концепт-стор в переводе с английского «многофункциональный магазин». Это мультибрендовый бутик, атмосфера и ассортимент которого передают определенное мировоззрение – концепт. Уникальность концепт-стора «Окно во двор» в том, что здесь под одной крышей собраны вещи более чем 200 украинских дизайнеров. Мы до сих пор с такой теплотой вспоминаем наш первый слоган «Я не шопоголик, я поддерживаю украинского производителя», который просто взрывал на тот момент интернет, потому что такого не было. Сегодня команда магазина, которая состоит из 6 человек, предлагает своим клиентам огромный выбор стильных, оригинальных и, главное, качественных вещей, преимущественно из натуральных тканей. А еще мы стараемся максимально облегчить задачу нашим покупателям и подбираем за них образы, луки. Вот юбка, вот рядышком рубашка, вот носите, и пусть вещи радуют. Средний чек в концепт-сторе составляет 1200 гривен или $44,5. В будние дни сюда приходит порядка 30 покупателей, в выходные и праздники до 100. Сделать шопинг в окно во двор можно и по интернету, зайдя на страницу магазина в Facebook или Instagram. При условии наличия товара на складе ваш заказ уже на следующий день доставят в любую точку Украины. Соотношение офлайн и онлайн продаж составляет 65 к 35. Мы работаем под реализацию. Единая розничная цена обязательно соблюдается. То есть у нас вещь стоит столько же, сколько она стоит у дизайнера. И мы работаем за комиссию. Но на самом деле, выводя из тени и продвигая отечественные бренды, больше всего Настя и Аня хотели создавать свои коллекции одежды. У нас всегда было много разных идей, и хотелось реализовать свой творческий потенциал. Вот для такого красивого стрит-фэшна мне бы хотелось, чтобы по улицам нашим ходили девушки ухоженные, красивые ежедневно. И вот без вот этих лишних каблов и ресниц. Как девушкам, не имея ни опыта, ни специального образования, удалось запустить собственное производство одежды и обуви? Сколько понадобилось инвестиций для такого стартапа? И что помогает оставаться конкурентоспособным магазину, который позиционирует себя как secret place? Каждый рабочий день у нас начинается с того, что мы пьем кофе. Это одна из наших любимых точек, трамвайчик в парке Шевченко. Самой большой сложностью в этом бизнесе, как признаются Аня и Настя, является искушение приобрести себе 15-е платье или 21-ю пару туфель. Особенно трудно удержаться в день поставок товара. Все лодочки, да, новые приезжают? Да. Прекрасно, я хочу померить. Мне так хочется вот те яркие, ядовитые, голубые или зеленые. У тебя зеленые есть? Я знаю, я об этом думала, но у меня же темно-зеленые и замшевые, и с серебряным носком. Почему девушки с таким волнением ожидают эту поставку и чем она особенна для проекта «Окно во двор», мы расскажем чуть позже. А пока вернемся в 2013-й. В это трудно поверить, но когда Аня и Настя только приступили к воплощению своего замысла, их не поддержали даже близкие. Не только наши друзья и близкие, но и дизайнеры не верили в то, что из этого что-то выйдет. И так, окей, вы думаете, это кому-то надо? Ну, хорошо. Наоборот, наверное, мы такие подумали, ну, посмотрим. На тот момент они были знакомы всего лишь полгода. У меня было хобби. Я создавала украшения ручной работы. И на этой волне вот Аня со мной познакомилась. Но главное, что их сплотило, это одна на двоих мечта. Пришли к выводу, что можно было бы вот объединить всех тех, кого
она и я покупаем где-нибудь там на каких-то микромаркетах. Девушки собрали все свои сбережения и поставили дедлайн ровно в 1 месяц. Инвестициями были наши собственные вложения, которых было в общей сложности на двоих около 25 тысяч гривен, курс 8. Был список брендов, которые мы пригласим. Была мини-презентация наша, и даже логотип был. Оставалось найти помещение. Первый дом, который приютил «Окно во двор», находился в самом центре Киева, на Владимирской. Такой вот большой красивый дом с очень высокими потолками. Здесь мы располагались на 4-м этаже. Это здание полностью соответствовало нашим каким-то представлениям и мечтаниям о том, каким должно быть место для «Окно во двор». Именно потому, что оно такое старое, винтажное, с историей, с атмосферой. Да, тут красивая лестница такая мраморная. Мы полностью с нуля своими силами делали ремонт. Там было абсолютно ужасно. Был ковролин с кучей каких-то дырок. Под ним был часть паркета, часть и окно бетона. такое подтекало. Там, да, плесень на окнах. С ремонтом девушки справились точно ко дню открытия магазина. Имеющихся сбережений как раз хватило на аренду помещения, закупку стройматериалов и кое-какого оборудования. А вот мебель уже привезли из дома. Что же касается даты так называемого выхода в свет, то ее приурочили к фестивалю «Цветные ночи». Это было мероприятие с огромной проходимостью. В эти выходные мы продали практически весь свой ассортимент. Я очень хорошо помню, как мы приехали на следующий день утром, не спавшие, и прямо там на Спивочем поле в 4 пары рук собирали украшения и звонили нашим дизайнерам, просили привезти еще чего-нибудь, потому что мы все продали. Такой фееричный старт оказался идеальной рекламной кампанией для «Окно во двор». Концепт-стор приобрел постоянных клиентов, и все вложенные в проект инвестиции окупились уже через 1,5 месяца. А через 1,5 года магазин вынужден был сменить прописку и отпраздновать еще одно новоселье. Однажды мы пришли на работу и обнаружили, что стойка с платьями обвалилась, и все валяется на полу. Стойка с платьями обваливалась раза 2 или 3. А вот когда полочки ты обвалились... просто вот обломала сейчас мой inspiring speech. А когда полочки начали падать и валялись все украшения, вот это... Ну, в общем, слишком много всего стало, и мы поняли, что пора расширяться, искать помещение побольше. Так из 20 квадратов концепт-стор украинских брендов вырос до 60 и перебрался на бульвар Шевченко. Привет! Мы «Окно во двор. И завтра нам исполняется 1 год. И мы дарим подарок. За лучшее поздравление в Инстаграм ставь хэштег «Окно во двор». Интересно знать, что первый концептуальный магазин был открыт в центре Милана в 1967 году итальянским стилистом Элио Фиоруччи. Среди традиционных люксовых марок он стал продавать необычную для того времени одежду. Например, из пластика или ткани кислотных цветов. А почти через 25 лет в столице мировой моды появился концептуальный бутик Corsa Como, который полностью изменил традиционное представление о магазине одежды. В одном здании предлагались сразу одежда, аксессуары, парфюмерия, предметы интерьера. Также был открыт музыкальный отдел, ресторан, бар, книжный магазин и художественная галерея. А тем временем в истории «Окно во двор» было не все так гладко. Страшно стало потом, зимой 13-14 года, когда началась революция достоинства в Киеве, и был период, когда магазин не работал, потому что мы не могли поехать в центр. Мы не могли позволить себе ни публикации в социальных сетях, потому что понимали, что это некорректно будет с нашей стороны. Думали о том, что если что, мы закрываемся, раздаем обратно товар. Мы не знали, что будет со страной. Это было страшно. Но после нескольких месяцев затишья и тревожного ожидания магазин приобрел второе дыхание. Начался целый бум украинских производителей, моды на Made in Ukraine. Пошла волна развития украинской легкой промышленности, начали появляться новые дизайнеры, и они до сих пор появляются просто как грибы после дождя. А чтобы увидеть, как сами украинцы оценивают качество одежды отечественных производителей, проект «Бизнес-план» провел эксперимент. Мы взяли 2 свитшота и предложили посетителям одного из торговых центров определить, какой из них Made in Ukraine, а какой куплен в магазине масс-маркета. Я думаю, что украинский – это этот свитшот, потому что он более плотный, в нем более качественная ткань. Вот. Ну и принт такой необычный, не такой, как у всех, и видно, что это не масс-маркет. Отакі це українські, а це масс-маркет. Качество мені показалось, що це українське, а це іностранне. Наверное, этот материал плотнее. Мне кажется, что вот этот украинский. Интуитивно чувство такое.
веселее, интереснее. Вот этот более приятный и, ну, такой, думаю, приятный более к телу, да. Думаю, это украинский вот этот. Я думаю, это украинский. Купила обувь, зимние ботинки за отличную цену и качество. Они неубиваемые, и поэтому я поддерживаю украинских производителей. Результаты эксперимента превзошли все ожидания. Украинцы не просто высоко оценивают качество отечественных дизайнеров, но и все чаще пополняют свой гардероб украинскими брендами. А вот в Чехии спрос на дизайнерские вещи невысокий, поэтому сами модельеры признаются, что создавать коллекции на каждый сезон им просто нет смысла. В пражском шоуруме DOT под одной крышей представлены работы 7 чешских дизайнеров, которые еще и бизнес-партнеры. Все расходы на аренду, рекламу и пиар они делят поровну. Зато выручку каждый получает отдельно – 100% от продажи изделия. Вот такой рюкзак обойдется в $100. Цена может и высокая, зато все натуральное. Украшения из переработанного дерева, одежда из экоматериалов. Например, менеджер шоурума Ленка носит подвеску из велосипедной рамы. Среди наших заказчиков больше всего архитекторов и юристов. Им очень нравятся прямые, чистые линии в дизайне и ничего лишнего. Браслет ручной работы в пражском дизайнерском бутике стоит от 2000 гривен. И хотя чехи народ экономный и немногие стремятся выделиться в толпе, в сезон Рождества каждый старается выбрать оригинальный подарок. Съемки проекта «Бизнес-план» проходили в декабре 2016-го. Для клиентов магазина это период предновогодней суеты. Для команды время активных продаж, к которому нужно подойти во всеоружии. А начинать стоит с оформления зала. Ну, чтобы это было целесообразно, делается где-то за месяц, чтобы хотя бы 1,5 месяца этот декор пожил в магазине. После декора мерчендайзеры рекомендуют заняться праздничной выкладкой товара. Здесь новая зона, которая появилась только сегодня. Это зона праздника, вечеринок, рождественских корпоративов. Правильное расположение ассортимента одежды в помещении магазина – залог того, что посетители не уйдут с пустыми руками. Вещи, которые висят рядом, они должны максимально сочетаться между собой. Есть такая крылатая фраза, что мерчендайзинг – это молчаливый продавец. Также повышению продаж способствует перемещение товара по залу. Выкладку в магазине мы меняем раз в сезон, то есть когда меняется ассортимент под сезон. Мы изучаем, где у нас горячие и холодные зоны в магазине, какая выкладка товара больше всего привлекательна для наших покупателей, и ищем вот эти вот идеальные точки. Ну а теперь, когда атмосфера праздника создана, стоит замотивировать персонал. Готовимся к праздникам, и мы должны в течение этого месяца скрупулезно подбирать праздничные образы и подарки. И реагировать оперативно, потому что, в принципе, декабрь достаточно короткий месяц. Не растягиваем во времени обратную связь, которую нужно дать, допустим, в какие-то сроки. Потому что если мы им быстро не ответим, ответят быстро другие, мы потеряем людей. Знакомьтесь, это Сергей Линский, финансовый директор «Окно во двор». А на правах супруга Ани контролирует еще и ее расходы. Это Ольга Теплюк, управляющая магазином, Анна Милевская и Ксения Ульяничева, администраторы. Но все же секрет успеха магазина кроется в его концепции, аналогов которой на момент открытия «Окно во двор» на украинском рынке просто не было. Никто не реализовывал и не делал таких проектов. Наверное, вовремя, да, действительно мы появились, это тоже сыграло свою определенную роль и очень существенную, потому что заходить на несуществующий на тот момент рынок всегда намного проще. А вот удержать лидирующие позиции, когда появляются конкуренты, это уже вызов. С середины 2014-го в столице начали активно открывать магазины с похожим ассортиментом. Ну, есть магазины в городе Киеве в первую очередь, наверное, которые работают в том же формате, их 2-3, наверное, магазина таких есть. Некоторые из них это наши бывшие поставщики, которые с удовольствием воспользовались нашей идеей. Вот с ними конкурируем. Чтобы выгодно выделяться на фоне своих конкурентов, команда концепт-стора прежде всего делает акцент на сервис и эксклюзивную продукцию. Поэтому критерии, по которым вещь может получить право красоваться на манекене, постоянно ужесточаются. Новым дизайнерам мы даем испытательный срок, месяц-полтора в зависимости от сезона. В течение этого времени мы смотрим, прижился дизайнер и его коллекция в нашем магазине или нет. Возможно, нужно сделать подсортировку какую-то по фасону, цвету, размеру, либо просто вернуть и расторгнуть отношения
украшения. Мы уже говорили, что «Окно во двор» позиционирует себя как Secret Place. Находится на 3-м этаже жилого дома и снаружи не обозначен никакой вывеской или даже указателем, тем самым отсекая случайных посетителей. Обо всех новых поступлениях, акциях и специальных предложениях клиентов «Окно во двор» информируют на персональных страницах магазинов Facebook и Instagram. Здесь поклонницам этого Secret Place предлагают увидеть уже готовые образы от множества украинских дизайнеров. В роли моделей, которые демонстрируют коллекции, выступают девушки из команды концепт-стора. Мы делаем выездные фотосессии, привлекаем фотографов, которые делают нам красивые фотографии. На будущее. На будущее, сразу на месяц вперед. Да. Таким образом, мы хотим показать, что неважно, какая у тебя фигура, не обязательно быть XS для того, чтобы выглядеть классно, что мы абсолютно для любого типажа, для любой девушки подберем идеальный образ. То есть, будь она на 9-м месяце, да, там, X, на 8-м, неважно, да, на XS, на S, на M, на L, брюнетка, рыжая, блондинка, мы можем все. Рекламная кампания – это уже настроение бренда, полностью показать концепцию, то есть о чем мы, почему, для кого мы. То есть мы должны представить себе человека, кто наш покупатель, кто наш клиент. Зритель должен захотеть не эту сумочку или это платье, а оказаться на месте этой модели, почувствовать себя в этой атмосфере. Фотографы, которые работают для социальных сетей, стремятся передать шарм и настроение каждого образа, при этом не переставая удивлять зрителя. Можно вот так уже побаловаться, то есть ты листаешь Инстаграм и вроде как пролистываешь эти фотографии все однотипные, а тут бац, она шевелится. Как гифки. Например, платьечко немножко развивается или там глаз где-то подмигивает. Это интересно, это сейчас людей привлекает. Также для привлечения клиентов магазин запускает платную промо-рекламу в социальных сетях. За неделю она может привести более 1000 подписчиков на одну страницу и тем самым увеличить продажи. А вот и постоянный клиент Маргарита из тех покупателей, которые точно знают, чего хотят. Привет! Привет. Привет, рада тебя видеть. Взаимно, я за пальто, за очень теплое. Оно уже тебя ждет. Мы же, да, мы все уже подготовили, тебе уже отвесили. Я пойду. Во всех магазинах одно и то же. Примерно весь наш бюджет на будущий год. год. Что-то более уникальное, а не чтобы просто что-то носить. И вот в украинских брендах я нашла такие единицы одежды, которые действительно качественные, хорошо носятся и сделаны для души. С душой и любовью в магазине подходят ко всему, от мельчайших деталей интерьера до отношения к клиентам и партнерам. Мы готовимся к новогодним праздникам рождественским. В связи с этим сегодня мы снимаем поздравительную открытку. Вся команда будет на фотографии. Вопрос к знатокам. Из чего мы можем верхушечку ей забрать? Идем, я сама Новый год. В классических американских традициях. Еще камина не хватает сзади, свитер с оленями, да? Такая чудо-открытка станет дополнением к подаркам для клиентов и партнеров магазина. Мы будем ее рассылать нашим любимым клиентам, поставщикам, партнерам. Это будет электронная рассылка писем с поздравлениями. И будет напечатанная в виде открытки. Да. В общем, наши мордашки должны быть там и нашей команды, а не просто какая-то елочка новогодняя с петушком. С момента рождения магазина «Окно во двор» Аня и Настя горели идеей о своем собственном производстве одежды и обуви. И только через 2 года, окрепнув финансово, девушки наконец смогли воплотить давнюю мечту. Мы не используем никакие кредитные средства. Мы существуем и развиваемся за счет всех средств, которые мы зарабатываем. Первым детищем проекта стали элегантные туфли-лодочки, сшитые по эскизам Насти и Ани «Кочаровское ателье». Именно их поставку совладелицы магазина ожидали с таким трепетом и волнением. Кстати, сегодня привезли уже 4-ю партию этой изящной обуви. Приехали наши рождественские лодочки, которые мы так долго ждали и вот обсуждали с Аней. Зеленые, синие, яркие, под любой костюм. Они не только рождественские, в принципе, это может быть яркий акцент в образе на каждый день. Придумывать множество неповторимых образов Аня и Настя могут бесконечно долго. Поэтому следующим проектом, в котором их пульсирующая творческая энергия нашла выход,
была линейка замшевых слиперов. Особая любовь и наша гордость, потому что вот у нас есть и единороги, и лисы, и птицы, и коты. Такой идеи пока еще не было, чтобы одно животное было сразу на 2 тапочках, и ты идешь, и с тобой вместе идет это животное, это что-то новенькое. А уже в 2016-м украинские модницы красовались в стильных нарядах от окна во двор. На этой стойке у нас разместилась наша собственная коллекция, которая изначально создавалась так, чтобы дополнять друг друга, и также она и развешена, то есть рубашка дополняет брюки, дополняется все пиджаком, либо кожаной курткой. Все очень капсульно, сдержанно, но при этом ярко и на каждый день. Отсюда и название «Капсульная коллекция». Капсульная коллекция – это небольшая линейка товаров, разработанная брендом в сотрудничестве с приглашенным дизайнером или знаменитостью. Обычно включает в себя от 6 до 10 моделей, объединенных общей темой или идеей. Смысл капсулы в том, чтобы все вещи, входящие в нее, включая обувь и аксессуары, сочетались между собой и позволяли создавать много различных образов. Их творческий тандем можно смело назвать идеальным. Все, что касается креатива и визуального наполнения, лежит на Насте. Цифры, логистика и контроль финансов – зона ответственности Ани. И фраза «в споре рождается истина» – это про них. Сейчас самое главное, важное задание – дозаказать наши топовые серо-серебристые лодочки. Я бы сделала какие-нибудь комбинации в духе блестящий каблук и очень строгий матовый верх. То есть добавлять какие-то такие неожиданные детали, то, чего мы еще не делали. Сочетать замшу с лаком? Нет, блесточки. Не пойму. Нет, вот, допустим, вот эта замша, которая искрится, и к ней подобрать просто черный гладкий верх, или темно-синий гладкий верх, кожаный, или замшу. Смотри, вот так. Ой, да, так хорошо. Осталось донести свою идею до исполнителя. Привет! Это снова мы. Извини, у тебя буферная зона. Мы приехали к тебе для того, чтобы заказать вот эти вот прекрасные лодочки и, может быть, что-то вибрати новенькое на следующий сезон. Да, давайте оформимо замовлення. Можете переглянути зразки шкіри. Є багато красивих, блискучих. Давай остановимся на вот этом. Он тебе нравится, он мне нравится. И по поводу модели эскиз мы тогда сбросим на почту, будем делать полную размерную сетку. Скажи, пожалуйста, когда нам можно будет ожидать? Орієнтовно. Термін виготовлення десь буде 2-3 тижні. Але для вас зробимо швидше. Это я люблю. Сегодня в магазине у нас мандариновый девичник. Мы всех кормим мандаринами. И у нас приятные скидки на весь ассортимент минус 10%, а также суперсейл до минус 50% на наши собственные коллекции и на бренд Эхо, который эксклюзивно представлен в магазине. Чек, пожалуйста, сохраняйте. Будет ваш подарок в конце дня. Мы сделаем публикацию в Инстаграме, в Фейсбуке. Сможете вечером или завтра утром проверить. Это будете вы. Кроме вечеринок с сезонными распродажами, здесь устраивают мероприятия и другого формата. Мы устраиваем всевозможные девичники для наших клиенток-покупательниц где-то раз в месяц, раз в 1,5 месяца. И привлекаем со стороны спикеров, которые говорят на волнующие девушек темы о том, как полюбить себя, как в этом очень стремительном темпе большого города оставаться женственной, красивой и не потерять себя. Все девичники абсолютно бесплатные. Мы хотим нести некую просветительскую миссию в массы, да, и при этом не хотим брать за это деньги. А тем временем гостей в магазине становится все больше и больше. Я бы хотела что-то такое празднично-новогоднее, рождественское, чтобы так вау. Ну вот вы подошли как раз к той стойке. Собственно, она у нас рассчитана на праздничный. Думаю, можно начать с каких-то ярких платьев. Ну как? Оно яркое. Фигура вам позволяет носить вот такие вот юбки, потому что у вас здесь выигрышно подчеркнулась талия. Несмотря на то, что совладелицы магазина, как никто другой, заинтересованы в привлечении новых клиентов, отказаться от камерности концепт-стора они не готовы. Мне бы хотелось сохранить вот таким милым, компактным, семейным. Мы наших покупателей знаем в лицо, мы знаем по именам. И это так прекрасно. Я боюсь, что мы это можем потерять, если это будет просто проходной магазин. Ну, у нас достаточно ТРЦ в Киеве, мне кажется. Ну, на самом деле нам нравится атмосфера секретности.
в этом есть какая-то нотка романтизма, можно так сказать. В такой же строжайшей секретности Аня и Настя пока держат свои планы на 2017 год. Поэтому пожелаем им вдохновения и возможностей для реализации всех своих самых смелых идей.